umma.ru. Достоверно об исламе. Так, теперь более подробный хадис. Он сегодня хадис имама Муслима. Он как раз в том хадисе говорится: «Максуматун байни ва байна абди». То есть фатиха разделена между человеком и Богом. И вот здесь пояснение как раз в другом уже хадисе. Это вот хадис имама Муслима, вот Абу Хурайра. Это хадис Кудси, то есть слова Всевышнего Творца, переданные через пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, не вошедшие в Священное Писание. То есть к Корану не имеют отношения, но слова Творца переданы через пророка. «Инни сами'ту Расула Аллахи саллаллаху алейхи вассалям якуль, каля Аллаху та'аля, касамту салата байни ва байна абди насфайн». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, Всевышний сказал, да, дальше, хадис. Всевышний Творец, Аллах, Бог, Господь, сказал: «Касамту салата байни ва байна абди насфайн». Я разделил молитву между мною. Я, то есть Всевышний Творец, разделил молитву. И вот здесь я специально квадратные скобки поставил, пояснение. Богословы считают, что под словом «молитва» подразумевается чтение сура Аль-Фатиха в любом из намазов. То есть то, что я первое сказал, тоже не исключено. Просто вы Фатиху читаете вообще. Да? И это уже для вас открывает возможность спросить о том или ином у Всевышнего. Но вот здесь, вот этот хадис особенно, из свода хадис Муслима, в комментариях ученые говорят, что особенно здесь, как бы основной смысл, это когда человек читает суру Фатиха именно в намазе. Вот это как бы, это еще более особое состояние. У тебя и омовение есть, ты как бы, и вот обязательно молитва, определенное состояние, определенное намерение, определенные действия. То есть все уже в общем массе все собирается. Да? Потому что ты где-то находясь, Фатиху можешь читать, не имея омовения, просто для языка. Для языка омовение не нужно. А здесь ты уже намаз читаешь, у тебя и омовение, и это, все присутствует, ты настроился, все, и ты читаешь Фатиху. И вот именно вот это состояние, здесь ученые говорят, в первую очередь подразумевается в данном хадисе. Я, говорит Всевышний Творец, как хадис Кудси, «Пасамту салата байни ва байна абди насфайн». Разделил молитву, салат, подразумевается именно чтение Фатихи в намазе, между мною и молящимся человеком на две части. «Вали абди масаль». И вот тоже, как в том хадисе было в конце. «Вали абди масаль». И раб мой получит то, что просит. Ясно, да? То есть отличайте тот хадис от этого. Тот вообще дает общий смысл. Вообще Фатиха как возможность обратиться ко Всевышнему, то есть прочитать ее, возможность обратиться, то есть она «Вали абди масаль». А здесь более подробно, и именно в большей степени это касается, то есть по сути дела, фиссаля, касается именно молитвы намаза. Но ученые говорят, чтение Фатихи в нем. Потому что дальше идет прямо аят за аятом, идет Фатиха. «Вали абди масаль», то есть человек получит то, что он просит. «Файда калил абд», если человек скажет, то есть раб мой, если скажет, а когда скажет человек «Альхамду лиллахи раббил алямин», первое аят. Альхамдулиллахи раббил алямин. Истинное восхваление принадлежит только Аллаху, Господу миров. Каля Аллаху та'аля хамидани абди. Всевышний ему ответит: хамидани абди. Благодарит меня раб мой. И теперь, как однажды, в свое время, когда мы были студентами, один человек говорит: но как ангел, забирающий души людей, может успеть по всему свету? Сегодня здесь один умер, там другой, в это же время третий, через доли секунды четвертый, и тут вообще одновременно, миллион. Как он столько успевает? То есть мы, люди, ограничены во времени и в пространстве. Для ангелов ограничений во времени и пространстве нет, а для Бога тем более вообще никаких ограничений нет. То, что одновременно 1 миллиард мусульман будет читать Фатиху, и Всевышний будет им отвечать. Хамида не абди, например, в первом аяте, в ответ на первый аят «Альхамдулиллахи раббил алямин», Всевышний ответит «Хамида не абди», и это не нужно, чтобы он каждому. То есть он нематериален. Всевышний Творец нематериален. Поэтому нужно понимать, что здесь внимание, божественное внимание, хватит каждому.
Здесь весь вопрос в том, что человек обращен к Богу или нет, только в этом. Как в том же самом хадисах и везде говорится то, что молись так, как будто ты его видишь. Ты, конечно, его не видишь, да, но он-то тебя видит. Значит, альхамдулиллахи раббил алямин, Всевышний отвечает, хамидани абди, то есть благодарит меня раб мой. Вакаля ар-Рахман ар-Рахим, человек говорит, ар-Рахман ар-Рахим, то есть милость которого безгранична и вечна. Но Рахман дает смысл безграничности, Рахим вечности. Каля Аллаху Та'аля аthna алейя абди. Всевышний вот на этот очередной аят отвечает, восхваляет меня раб мой. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, когда человек скажет مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, то есть владыки судного дня, قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِ. Там было أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِ, а здесь مَجَّدَنِي عَبْدِ, то есть прославляет меня раб мой, скажет Всевышний. Когда скажет человек إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, то есть мы тебе поклоняемся, у тебя просим помощи, да? قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Вообще вот эта часть, конечно, такая мощная. То есть человек говорит, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, тебе поклоняемся, у тебя просим помощи. Ему в ответ что идет? Вне вообще времени, вне чего-либо, без каких-либо ограничений. Ему в ответ что идет? То есть человек говорит, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Всевышний Творец ему отвечает, هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Это между мною и обращающимся ко мне. Ему я дам то, что он просит. То есть вообще, если услышите эти слова, мы говорим «Ияка набуду, а ияка настаин», да? Фатиху читаем. Вот на таравихе тоже читаем. Хорошая атмосфера достаточно, да, на таравихе. Читаем Фатиху и раз, и два, и 10. Но временами, здесь еще раз повторюсь, потому что кто-то скажет, вот, альхамдулиллахи раббил алямин, остановился. В смысле, хамидани абди, ждет ответ. Ар-Рахман ар-Рахим остановился. В смысле, ждет ответ. Вопрос не в этом. Для Всевышнего ему не нужно времени или чего-то, чтобы тебе что-то ответить. Там законы, то есть Бог, Всевышний Творец, он абсолютно ничем не ограничен. Поэтому даже если ты будешь читать Фатиху без остановки, не останавливаясь, в любом случае ты свои ответы получаешь. Но, безусловно, лучше спокойно читать, да, спокойно, просто ровно, как ты. Ты же обращаешься, да, к кому-то, ты же говоришь спокойно. Так же будь здесь спокойно, читай себе в своем ритме. И вот когда человек говорит «Ияка набуду, а ияка настаин», чуть-чуть смысла в это добавляя, чуть-чуть осознавая, «Ияка набуду», мы тебе поклоняемся, «Ва ияка настаин», и у тебя просим помощи. Каля в ответ идет. Божественный ответ каждому индивидуально, каждому отдельному молящемуся. Это между мною и человеком этим молящимся. И он получит то, что просит. Говорит сам Всевышний Творец. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. И человек скажет, да, направь нас на правильный путь, путь тех, которым он был дарован, не тех, на которых ты разгневался, и не тех, которые сошли с него. Здесь скажет человек, например, такой более материальный, да, скажет, новичок. Шамил, понимаешь, тут сказал, можно просить обо всем, а мне тут всего лишь прямой путь. Мало будет? Как мало? Мы каждый день что-то выбираем. Что скажет, всего прямой путь попросить всего лишь? Мы каждый день выбираем. Нам неохота рано проснуться, нам неохота это делать, неохота то делать. Я сейчас даже, один человек говорит, человек же должен сам пожелать спортом заниматься, сам пожелать ссору какую-то учить, сам пожелать. Я говорю, мы переписывались просто по одному моменту, по одному подростку. Суть, подросток не всегда хочет именно спортом заниматься. Не всегда хочет очередной намаз читать. Свои 13-14 лет. Но не всегда хочет книжку читать. И что, мы будем ждать, пока он захочет? Нужно его что?
подталкивать, напоминать, мотивировать. В любом случае это нужно. Но это нужно и ребенку, и подростку, и взрослому, и совсем взрослому. Это любому человеку нужно. Вот это сиратуль мустаким, правильный путь. Наша каждая минута дня, она нуждается в этом правильном пути. В этом правильном пути. Перед вами столько угощений, так все вкусно. Целый день не кушал, не пил, не ел, и теперь как слон наемся. И здесь тоже правильный путь, тоже актуален. Поешь самое лучшее, самое хорошее, но чуть-чуть. И на таравихе будешь доволен и бодр. К примеру. Это тоже правильный путь. Спорт где-то тоже правильный путь. Что-то почитать тоже правильный путь. Очередной намаз тоже правильный путь. Высшее образование тоже правильный путь. Каждый день мы что-то выбираем. Это нам неохота, то неохота, еще что-то. Правильный путь, он везде. Гайриль магдуби алейхи валаддалин. Не тех, на которых ты разгневался. Гнев как таковой, мы кому-то что-то грубо сказали. Что мы милость Всевышнего заслуживаем? Гнев. Мы что-то неправильно сделали. Мы что, милость Всевышнего заслуживаем? Нет, гнев. Не тех, которые заблудились. Человек как таковой заблудиться, да даже просто потеряться, не на тот съезд съехать. Сейчас же там проедешь один съезд, все уже, давай крути там еще несколько километров. Нам постоянно это нужно то, чтобы мы не заблудились. В самых разных ситуациях, не только в автобусе, я не знаю, там, в метро, да где угодно по жизни, вообще в самых разных ситуациях, обстоятельствах. Ихдина сиратуль мустаким, наставь нас на верный путь, он во всем, он везде. Правильность, верность, дисциплина, да, сосредоточенность, эффективность, это везде. Вот человек делает что-то полезное, важное. Хоп, дай новости посмотрю. Але, какие новости, брат? Да делай это важное. А потом будет что? Ида фарагта, если завершил одно, то до утомления делай следующее. Мы в свое время, когда студентами были, некоторые из нас говорили, отдыхать будем в могиле. Когда молодой и много сил, лучший подход именно такой подход. Возможно, если тебе уже 99 лет, и тебе сложно, там где-то что-то, уже какие-то диски постирались, да, там зарядку, может быть, часовую у тебя не получится, но на полчаса хотя бы тебе хватит, уже хорошо. И уже, алхамдулилля, уже правильный путь. Поэтому здесь нужно понимать, это очень широкий смысл. Ихдина сиратуль мустаким, наставь нас на верный путь. Потому что до этого было, Всевышний говорит, это между мною и рабом моим, человеком. Я ему дам, что он просит. И потом мы просим следующим аятом. Ихдина сиратуль мустаким, сиратуль ладина ан'амта алейхим, гайриль магдуби алейхи валаддаллин. Мы просим, но вот этот вот верный путь, чтобы не оказаться среди тех, на кого Всевышний разгневался, не оказаться среди тех, кто заблудился, это очень большой смысл. Во всех отношениях, духовном, интеллектуальном, материальном, как угодно, во всем. И вот в самом конце, в том числе вот этот момент, он повторяется. Кали, вот после Ихдина сиратуль мустаким, последнего аята, что Всевышний нам отвечает? Это повторно идет. То есть до этого это было «Хада байни ва байна абди ва ля абди масаль», после «Ияка на'буду ва ияка настаин». И вот после «Ихдина сиратуль мустаким» последнего аята суры Фатиха тоже идут слова «Хада ля абди ва ля абди масаль». Это данному рабу моему, этому молящемуся. «Ва ля абди масаль». И ему то, о чем он попросил. Сам Всевышний говорит. Это «Хада ля абди». Это рабу моему, молящемуся этому человеку. Это ему, лябди. Ва лябди масаль, и ему то, о чем он попросил. Точка.